В Нюрбе состоялся 12-й театральный фестиваль «Сата», которому исполнилось 30 лет. Тема фестиваля в этом году «От традиции до новаторства». Слово «сата» в переводе с якутского языка означает «камень счастья», магический камень, обладающий волшебными свойствами, способный изменить погоду, вызвать бурю, снег или дождь. Идейным вдохновителем и основателем фестиваля является директор и художественный руководитель театра Юрий Макаров. Лена, Семен, я думаю, надо объединить молодежь театров нашей республики. Давайте организуем фестиваль. Да, Юрий, должны участвовать журналисты, молодые писатели, поэты и художники. Новые таланты среди артистов, режиссеров театра и кино. Фестиваль «Сата» превратился в многожанровый карнавал искусства. В программе фестиваля будут драматический и музыкальный театр, уличный театр, выставки молодых художников, креативные инициативы в области IPR, открытый театр, как в Авиньоне. Нюрба, театр, фестиваль, «Сата». Сегодня при открытии самого фестиваля и сейчас замечательного малого зала, который назван в честь наших якутской студии щепкиновцев, я испытываю большие чувства вдохновения, благодарности нашим учителям театральным, в первую очередь. Во-вторых, конечно же, директору театра Юрию Алексеевичу Макарову за то, что он основатель фестиваля. Этот фестиваль держит, продолжает и расширяет. Фестиваль уже ширится, он уже перерос границы республиканского, наверное, стал уже региональным, всероссийским. Сюда приезжают гости и критики с разных регионов России. Это очень отрадно. И еще особенно мне хотелось бы отметить, что этот фестиваль в этом году открывается в новом здании Нюрбинского театра. И я думаю, что это будет новый виток не только в истории театра Нюрбинского, но и в истории фестиваля «Сата». Наверное, это уже будет какое-то новое переосмысление. Я думаю, что фестиваль ждут новые открытия, новые лица, новые роли, что здесь найдут новые таланты, откроются тоже, как я уже сказала. Ну и пусть каждый присутствующий сегодня в Нюрбе в эти дни найдет свой камень счастья. Ведь «Сата» — это камень удивительный, который, по поверьям, есть в этой местности. Фестиваль прошел в стенах Нюрбинского театра с 29 марта по 2 апреля. В течение 5 дней экспертное жюри оценивало постановки театров Якутии. В состав жюри вошли известные театральные критики России Глеб Ситковский, Жанна Зарецкая, Оксана Кушляева, а также театровед Надежда Осипова и режиссер Сергей Потапов. Этот фестиваль я слышал о нем уже давно довольно. И, в общем, конечно, мне кажется настоящим чудом, что вообще в маленьком городке за 3-9 земель от столицы уже 30 лет существует фестиваль такого масштаба. Это чудо. И еще большее чудо для меня, что здесь я приезжаю сюда, я вижу совершенно не провинциальный театр. Я вижу театр, который может и должен ездить по фестивалям российским, по другим каким-то, завоевывать какие-то награды. Конечно, чтобы доехать сюда, это, наверное, может быть, одна из самых утомительных поездок для того, чтобы сюда добраться. Потому что ты летишь, потом еще пересаживаешься, летишь дальше до Мирного, и еще от Мирного едешь. Вот. Но, конечно, эта земля, во-первых, она абсолютно безразмерная, масштабная. Ты видишь абсолютно какое-то величие, чувствуешь от всех этих снегов. Нюрба, мне кажется, здесь все-таки чувствуются какие-то корни, потому что вот даже мы здесь говорим с разными какими-то театральными людьми. Вот этот из Нюрбинского улуса, другой вот из Нюрбинского, а кто-то из соседнего улуса. То здесь все-таки чувствуется какая-то самобытность. Мы сейчас присутствуем, конечно, абсолютно при переходном этапе, потому что молодые, дерзкие
пацаны, которые делали когда-то этот фестиваль в начале 90-х годов, они сейчас сами выросли, стали маститами, и к их чести, это не всегда далеко случается, они говорят, а мы теперь хотим, чтобы этим фестивалем заправляли тоже молодые, другое поколение пришло. И это, во-первых, это делает честь руководителю, в первую очередь, Юрию Алексеевичу Макарову. Вот. И вот на этом фестивале в положение внесли изменения, что могут получить эти награды только молодые режиссеры, молодые художники. Вот. Мы этот принцип соблюли, вот. Но это переходный какой-то фестиваль. Я думаю, дальше будут происходить изменения, действительно будет молодым фестивалем, который ищет новое, не останавливается на достигнутом и притягивает молодежь в залы. По итогам 12-го республиканского театрального фестиваля «САТА-2023» определены победители по 11 номинациям. Из них, например, лучший детский спектакль «Навстречу солнышку» от Нюрнбергского театра кукол. Лучшая работа режиссера досталась Маргарите Васильевой за спектакль «Гроза» Нюрнбергский театр. Это действительно моя встреча с удивительным, во-первых, народом, который певучий, пластичный, и который жестами и глазами, и музыкой говорит больше, чем словами, у которого колоссальная громадная культура. Ну, конечно, я знала про Алан Хо, но то, что это вот таким вот образом здесь живет, существует, продолжает реализовываться и входить в меня, открывая все мои чакры, как сегодня вот на спектакле замечательной актрисы из театра Алан Хо, которую мы наградили, да, за лучшую женскую роль, Василины Балаевой, да, вот это прям удивительное какое-то мое открытие и радость. Кроме того, совершенным открытием для меня стал Нюрнбергский кукольный театр. То есть оба спектакля и для взрослых, и для семейной аудитории. Я не люблю слово «детский», потому что это неправда, что он детский. Это спектакль, который говорит на серьезные абсолютно темы, в том числе о смерти, о жизни и смерти, о самопожертвовании, о серьезном нравственном выборе. Но это не пафосно, не как-то так вот убого, да, и назидательно, а это тонко, это многослойно, это очень красиво, и это очень романтично в каком-то очень хорошем смысле, очень изобретательно. Вот меня совершенно поразил в этом смысле вот этот замечательный Нюрнбергский театр кукол. Открытие имен, о котором вот здесь говорилось, да, этот же фестиваль начинался как фестиваль молодого национального театра. Вот это, по-моему, замечательно, да, молодого национального театра. Все слова важные. И что вот нас сразу предупредили, что здесь будут открываться новые имена. И я действительно открыла для себя Маргариту Васильеву. Я не знала о существовании такого режиссера. И я увидела здесь совершенно замечательный спектакль, который, что тоже очень символично, едва здание открылось, как режиссер придумала спектакль, который знакомит зрителя сразу со всеми пространствами этого театра, с закулисьем, с коридорами, с какими-то, со служебным выходом пожарной части, со всем, что здесь есть. Все это стало пространством спектакля «Гроза», да, который мы тут тоже многократно наградили в лице разных исполнителей. Я открыла для себя Машу Мигалкину, которая сыграла Варвару, роль второго плана, которая обычно проходит, ну, как-то там, да, появляется и исчезает. Она тянет серьезную линию в спектакле. Это действительно такая, и это абсолютно такая демоническая история, языческая история, история о корнях всяких разных, которые и силах, и страстях, которые бушуют в человеке, да. Вот, собственно, у меня очень яркие, очень сильные впечатления и от актрисы Софьи Барановой, да, которая вот приехала, и вдруг очень известный мне текст. Ну, вот «Мать Манкурта», да, айтматовский текст, который мне казалось, знаю наизусть, но она открыла в нем такие смыслы. Вот в этом ведь и цель, и задача настоящего артиста, и его возможности открыть в старом известном тексте такое, что именно ударит в сердце, в мозг, в душу, в нерв попадет. Вот это вот Софья Баранова открыла в этом тексте. Это действительно важнейший текст про память, потому что действительно человека не надо убивать. Достаточно отнять у него память, и он будет, это хуже даже, чем мертвый человек, да? Так что я на этом фестивале, я даже не могу назвать какой-то спектакль, который совсем меня никак не задел. Знаете, бывает такое, и нередко. Но вот в данном случае как-то каждый, наверное, смысл в том, что вы еще очень искренняя нация. Вот якуты — это люди, которые могут говорить только о том, что у них болит. Вот очень часто возникает вопрос, и я его часто задаю на обсуждениях. Друзья, почему вы взяли этот текст? Он вам что? Чем он вас задел?
чем он вас возбудил? Так вот здесь у меня таких вопросов не возникает. Я могу соглашаться или не соглашаться с трактовкой, но то, что все, что доносится до сцены, оно возбуждает, и я вижу, чем возбуждает, какими конкретными идеями, смыслами, текстами, вот это вот совершенно несомненно. Это прямо очень живой, сильный, с мощными энергиями фестиваль, у которого, как мне кажется, большое будущее. Вот сегодня я узнала еще, что Юрий Алексеевич Макаров хочет делать еще и уличный фестиваль, что кажется мне тоже совершенно правильным. В общем, здесь не будет лишним ничто. Мне кажется, это пространство впитает в себя все идеи, если они жизнеспособны, и они все здесь разовьются. Настолько это плодотворное, знаете, бывает такая вот плодотворная земля, какой-то чернозем. Вот здесь для творчества такой вот чернозем, эмоциональный какой-то, да, вот. Мне кажется, что здесь все должно получиться. Я очень желаю этому городу, этому пространству, этому театру новому, этому дому театральному большой, мощной, сильной судьбы и национальной, и интернациональной. Мне кажется, все это очень важно, потому что культура, она все равно налаживает контакты. Она не воюет. Она всегда должна объединять людей. Кроме этого, были присуждены 6 спецпремий и спецприз жюри. В итоге гран-при фестиваля присуждено спектаклю театра коренных малочисленных народов «В чаще» по постановке Сергея Потапова. Поставил спектакль. Это моя первая премьера в этом году, можно сказать, в театре КМНС. По произведению Рюнеско Акутагавы, от японского классика, «В чаще» рассказ. И этот спектакль получил гран-при от фестиваля «Сата». Я очень рад, волнение какое-то было. Но я думаю, что ребята, которые все работали в этом спектакле, они достойны этого приза. Для меня большое открытие и такое хорошее знакомство – это театр коренных народов Севера, который показал 2 спектакля, и оба они любопытные. Спектакль, который поставил Сергей Потапов, это прямо такой совершенный театральный текст, можно сказать. Там и пластика, и драматическое искусство, и какой-то художественный образ. Все заставляет критика думать об этом спектакле, вспоминать его. Я точно буду еще очень долго, может быть, буду советовать его на разные фестивали. Я хочу пожелать, конечно, фестивалю вот того, что он сам себе сформулировал, что это будет фестиваль, который открывает молодых, для молодых фестиваль, чтобы действительно в Якутии появилось много новых, свободных, дерзких молодых режиссеров, чтобы театры давали им, не делали им такой вот узкий коридор границ, давали им свободу, и вот чтобы здесь в Нюрбе реализовывались молодые режиссеры, и на фестивале «Сата» мы через несколько лет увидели много неизвестных нам имен, новых имен, чтобы за время, пока следующий фестиваль произойдет, вот выросли какие-то новые режиссеры или появились новые их спектакли.